На 30 апреля 2020 года внешний долг Кыргызстана достиг 3 миллиарда 952 миллиона долларов, об этом сообщается в отчете Министерства финансов. Впервые Кыргызстан взял в долг у внешних кредиторов в 1992 году при президенте Аскар Акаеве. Первым кредитором оказался Экспортно-импортный банк Китая, выделивший первые 4,97 миллиона долларов. По сегодняшний день Эксимбанк Китая является крупнейшим кредитором Кыргызской республики, на его долю приходится 45% всего внешнего долга страны. В основном деньги тратятся на инфраструктурные проекты. Около половины долга потрачено на ремонт, реконструкцию и строительство дорог. Также существенная часть ушла на поддержку бюджета страны и энергетику. Наибольшая доля долга накоплена при Аскар Акаеве, 15 лет президентства, 49%. Вторым по объему доли является Алмазбек Атамбаев, 6 лет, у него 29%. На третьем месте Курманбек Бакиев, 5 лет, 13%. В среднем за 29 лет ежегодный прирост долга равен 136,28 миллиона долларов. Если брать по периодам президентства, то больше всего ежегодный прирост был при Алмазбек Атамбаеве, в среднем 187,85 миллиона долларов в год. Наименьшими темпами прирост идет при действующем президенте Сооронбай Жээнбекове, в среднем 52,33 миллиона долларов в год. Самая максимальная сумма, которая была получена за один год, 347,69 миллиона долларов, это произошло в 2009 году при Курманбек Бакиеве. Далее представлены более подробные данные по каждому президенту КР. Примечание: к каждому президенту взят тот год, на конец которого он исполнял обязанности президента. К примеру, Сооронбай Жээнбеков вступил в должность практически в конце 2017 года, но здесь этот год полностью относится к нему. То же самое можно сказать и по Алмазбек Атамбаеву, он также вступил в должность в конце 2011 года.